Усіх вітаю, шаноўнае спадарства. Вы слухаеце першы беларускі гей-падкаст, і з вамі раптам Дар'я Гардзейчык. Гэты выпуск выходзіць у межах спецпраекта «Не маўчы пра сябе». Напэўна, жыццё ЛГБТК+ людзей у Беларусі ніколі не было простым. Дыскрымінацыя на ўзроўні дзяржавы і на ўзроўні кантактаў паміж людзьмі напаткалі нас увесь час. Вялікая колькасць стэрэатыпаў, мова ненавісці, з якой даводзілася сутыкацца і ў прамовах чыноўнікаў, і ў масавай культуры, і нават падчас сустрэчы з сям'ёй неяк не абыходзілася без гамафобных жарцікаў. У апошнія гады сітуацыя ў Беларусі стала яшчэ горш. Гамафобныя прамовы ператварыліся ў гамафобныя законы, профільныя арганізацыі зачынілі, СМІ прызналі экстрэмісткімі. У такой сітуацыі цяжка знайсці нейкую апору для сябе. Асабліва, калі нават людзі, якія лічацца самымі блізкімі, цябе не разумеюць і не прымаюць. Як у такіх умовах трансфармуюцца стасункі ў нашых сем'ях? Як камунікаваць з бацькамі, якія часта не могуць ці не хочуць зразумець і прыняць? І дзе шукаць тую самую апору, калі кроўная сям'я такой апорай быць не можа. Пра гэта размаўляем з когнітыўна-паводзінавай тэрапеўткай Алінай Бычковай, якая часта працуе з такого кшталту пытаннями. Меня зовут Алина, я психологиня, когнитивно-поведенческая психотерапевтка и также ведущая поддерживающих ей терапевтических групп. Это профессионально, я себя так идентифицирую. Если не профессионально, то я фотографка и исследовательница. На данный момент очень много занимаюсь исследованием тем депрессии как такого личного переживания, потому что нету людей с одинаковым депрессивным состоянием. Я ведаю, што вы звязаныя прафесійна з ЛГБТК+ супольнасцю нейкім чынам. Ці маглі б вы расказаць, якім? Я работаю с различными инициативами, общественными организациями, которые тем или иным образом поддерживают комьюнити. Также выступаю, провожу различные мастер-классы. К слову, вот буквально недавно, перед Новым годом, я проводила такое мероприятие, мастер-класс, по-разному можно назвать, как раз по теме камин-аута, да, то есть вообще в целом, что это за явление, что это не просто разговор, это процесс, но и в целом, каким образом для себя создать максимально безопасное пространство, если, например, персона решила поделиться с семьей какой-то информацией о себе. Чаму для вас важно, цікава працаваць менавіта з гэтай супольнасцю? На самом деле для меня важно не то, что работать с каким-то определенным сообществом, скорее я воспринимаю это как часть своей, на самом деле, обычной ее работы, потому что психологиня не может этически отделяться от тех или иных трудностей людей, поэтому для меня просто важным было изучать то, насколько комфортно вообще можно проводить, например, терапию или консультирование для людей с определенными трудностями. То есть есть так называемые аффирмативные подходы, есть нейроаффирмативные подходы для людей с нейроотличиями, да, там определенные свои особенности, и есть аффирмативные подходы именно для людей, которые переживают определенный опыт. Афірматыўны падыход у псіхалогіі сыходзіць з таго, што чалавека з пэўнай ідэнтычнасцю, пэўным досведам не трэба выпраўляць і падганяць пад умоўную норму. Чалавеку трэба дапамагчы адаптавацца ў гэтым свеце, прыняць сябе і падвысіць якасць жыцця. Нейраафірматыўны падыход, у сваю чаргу, працуе з нейраадрознасцямі. Адсюль гэтая прыстаўка нейра. Ён таксама фокусуецца не на тым, каб навучыць людзей з нейраадрознасцямі, напрыклад, у аўтыстычным спектры ці сіндромам дэфіцыта увагі і гіперактыўнасці паводзіць сябе як усе, а зразумець асаблівасці ўласнай нервовай сістэмы, знізіць перагрузку і зноў жа падвысіць якасць уласнага жыцця. Мне адна знаёмая псіхатэрапеўтка казала, што паколькі яна не з'яўляецца часткай ЛГБТК+ супольнасці, для яе пэўны выклік, калі да яе прыходзяць людзі з супольнасцю, таму што яна можа когнітыўна зразумець гэты досвед, але як не можа эмацыйна настолькі яго адчуць. Нават некаторыя рэчы для яе просто загадкавая, таму што яна ніколі з чымсьці не сутыкалася і даводзіцца даведвацца штосьці новае. Скажыце, ці ёсць у вас падобныя адчуванні і думкі? Ну, на самом деле, я полностью согласна со своей коллежанкой, но для того, чтобы, например, быть хорошей терапевткой, не нужно сталкиваться со всеми трудностями, которые могут случаться в жизни. Какой-то опыт мы, правда, больше понимаем, да, какой-то опыт меньше, но, по сути, если посмотреть на роль терапевтки как на исследовательскую роль, которая вот рядышком вместе с клиенткой или клиентом, такие свидетели жизни. То есть я не выступаю человеком, который лучше о чем-то знает. Нет, конечно. Да, то есть человек со своим опытом, он намного лучше осведомлен и
скорее ему просто помогаю что-то увидеть, о чем-то, может быть, порефлексировать, но я не являюсь носителем какого-то особенного знания. Я думаю, што агульная веда і досвед, якая ёсць у нас ва ўсіх, у незалежнасці ад нашай ідэнтычнасці, гэта тое, што мы ўсе выраслі ў гамафобным грамадстве. І я бы хацела у вас запытацца, як па вашых назіраннях гэтае самае даросленне ў такім грамадстве на нас, на ўсіх уплывае? Влияет, конечно же. Мы можем представить такую классическую психологическую модель, биопсихосоциальную, да, про которую мы говорим в связи с различными трудностями. Біяпсіхасацыяльная мадэль — гэта такі сучасны падыход у медыцыне і псіхалогіі, які тлумачыць стан чалавека, яго здароўе ці яго хваробы праз узаемадзеянне трох фактараў. Біялагічныя — гэта ўсё, што звязана з целам і фізіялогіяй. Псіхалагічныя — гэта думкі, эмоцыі, паводзіны, ўзровень стрэсу. І сацыяльныя — гэта асяроддзе і адносіны з людзьмі навокал. И вот весь этот комплекс, да, в котором человек может оказаться, он в той или иной мере может влиять. Например, даже если среда достаточно благоприятная, теплая, понимающая, принимающая, более такая чувствительная нервная система у человека, здесь могут появляться больше трудностей, потому что человек более чувствителен к тому, что вокруг него происходит, он может более эмпатично воспринимать реальность. Кто-то с такой более гибкой нервной системой может менее реагировать на какие-то раздражители. Вот эти три фактора, они влияют на то, как мы можем воспринимать какой-то свой опыт, да, то, что происходит. Но здесь есть еще важный критерий. Несмотря на какие-то особенности характера, темперамента и так далее, поддерживающая и благоприятная среда, она всегда является более важным фактором. Человек может оказаться в какой-то сложной ситуации, не знаю, буллинг в школе, допустим, да, и поддержка близких, даже поддержка просто взрослых людей, она уже может снизить влияние этой проблемы. Я думаю, што яшчэ шмат якія людзі яшчэ сутыкаюцца з складанасцямі самаідэнтыфікацыі, праз тое, што мы ўсе расцем у гэтым грамадстве. І нават калі чалавек розумам разумее, што ўсё нармальна, што ў людзей могуць быць розныя ідэнтычнасці, усё адно ёсць нейкі страх на падсвядомасці быць не такім, як усе. Мне моя хорошая знаёмая расказвала, як яна ў старэйшых класах закахалася ў дзяўчыну, і яна гэта адмаўляла, і абсалютна ёй падавалася, што насамрэч ёй падабаецца нейкі хлопец. Пераконвала сябе, што яны проста сябруюць з гэтай дзяўчынай. І, напрыклад, нават моя мама, я памятаю, нам не сказала такую фразу, пры тым, што яна вельмі прымаючая, вельмі цярплівая, ўсё астатняе. Яна неяк сказала: слухай, ну, калі у цябе з тваёй Аксанай не проста сяброўства, а вы пара, мы, канешне, з татай цябе прымем любой, но мы ўсё-такі хацелі б унукаў. Такі момант кшталту: не-не-не, ўсё хорошо, дазваляем, прымаем, но але ўсё-такі было б лепей, каб у цябе былі стасункі з хлопцамі і традыцыйная сям'я. Як часта вы сутыкаецеся з тым, што там у вашых кліентаў, кліентак ці проста знаёмых узнікаюць такія складанасці праз такое атачэнне? Это трудности, с которыми сталкиваются все, в особенности те, кто пробует понять свою, например, сексуальную или гендерную идентичность как не ту, которая условно принята, да, в каком-то таком обществе, в котором человек живет. Почему здесь может быть все сложно? Понятное дело, мы хотим быть принятыми, да, это такая наша базовая потребность, даже биологическая, потому что тот, кто был не принят, он, в принципе, не выживал. Но она чаще всего связана с тем, что если я что-то понимаю про себя отличное, я понимаю, что кажется, мне, например, нравятся девушки или парни. Все равно это вызывает много стыда. И это такое ключевое чувство. То есть я какой-то или какая-то не такая фундаментально. Да, и, соответственно, если я какая-то не такая, меня, скорее всего, не примут, поэтому мне нужно как-то скрываться, маскироваться более каким-то доступным способом. И то, что вы вот описали, когда мама, например, говорит, что я там принимаю, все в порядке, но это такое условное принятие, да, то есть все равно меня какое-то определенное примут. Как бы чего-то все равно не хватает до вот этого уровня семьи, про которую я, например, фантазирую, и мои родители тоже фантазировали, да, ведь они тоже думали о чем-то, как это все будет в будущем. И тогда вот это чувство стыда, оно может переплетаться с, на самом деле, ощущением такой утраты чего-то важного. Даже если это фантазии, все равно мне нужно будет пофантазировать о чем-то другом,
придумать какой-то другой образ себя и, например, своих взаимоотношений с близкими. Я яшчэ думаю, што могуць быць праблемы з ідэнтычнасцю, калі проста не хапае слоў, каб штосьці назваць, каб неяк абазначыць сваю ідэнтычнасць словамі. Напрыклад, у мяне ёсць знаёмы, які сябе зараз ідэнтыфікуе як небінарная персона, але калі ён рос у нулявыя, такога слова, напэўна, у англамоўным асяроддзі было, але ў нашым беларуска-рускамоўным яшчэ не было зусім. І ён, напрыклад, сябе ідэнтыфікаваў як нефармалка у той час, у тым сэнсе, што я нейкая не такая, як усе, і я неяк па-іншаму хачу праяўляцца, і толькі пасля чалавек усвядоміў, што гэта пра гендерную ідэнтычнасць было. Очень классный такой поинт, связанный с тем, что неформалы, ведь это было большое сообщество, на самом деле, да, то есть даже если я как-то вот отличаюсь, есть много-много людей, которые скажут: «О, привет, ты с нами». И, возможно, это классная работа именно психическая конкретного человека, то есть такой, раз я вот отличаюсь, я найду себе другую группу, в которой я буду принятой, а потом вот как бы разберусь вот с этими трудностями. И когда информация стала больше доступной, да, человеку было возможно, да, предполагаю, чуть проще понять свою отличность. Хотя вот отличность ли это? Отличность от кого, правда? Да, вот когда я это говорю, иногда ловлю себя на мысли. Окей, нужно как-то по-другому назвать, но мы пока не можем, в силу того, что у нас опять же не хватает аппарата, да, каких-то подходящих слов для этого. У шмат якіх людзей, якія, напрыклад, са сваімі бацькамі ніколі не падымалі тэму гендеру і сексуальнасці ўвогуле ў сям'і, пра гэта не размаўлялі, ёсць унутранае перакананне, што бацькам не спадабаецца іх ідэнтычнасць, што бацькі не прымуць і так далей. Адкуль гэтае перакананне можа брацца, калі досведу такога не было размоў з бацькамі на такія тэмы? На самом деле, можно ведь получать опыт другого толка. Например, если ты не закончишь школу с такими-то отметками, как бы будет не очень хорошо. Давай тебе надо. Это уже про то, что меня не совсем принимают с моими, там, не знаю, 6, 7. Плюс, если я сталкиваюсь с опытом непринятия, это достаточно тревожно, это больно, и в целом вся наша психическая жизнь связана с тем, чтобы избегать любых переживаний и страданий. В целом мы на это направлены, поэтому иногда очень страшно идти на собеседование, мы боимся провала, допустим, и хочется там сбежать и не пойти, потому что это может быть неприятным опытом, а может быть и приятным, мы не знаем. Соответственно, так как мы пробуем избежать страданий, мозг иногда гипертрофирует негативное развитие событий. То есть они становятся чуть более негативными для того, чтобы мы такие: мы точно этим, например, не будем заниматься. Конечно, предыдущий опыт может быть релевантным, да, действительно, родители, там, не знаю, ругали, кричали, относились очень плохо к чему-то, и тогда действительно это может пугать. Но иногда не совсем релевантны, потому что в моей практике были случаи, когда, например, те, кто ко мне приходил за помощью, очень боялись обратной связи, очень боялись реакции, а получалось все абсолютно наоборот. То есть сначала это очень удивляло, как это так, родители обычно реагируют по-другому. На самом деле этому нет особенного объяснения, почему так. То есть родители очень часто сами не могут на это ответить. Спустя время, когда мы уже работаем с персонами, получается, что родителям все же важнее благополучие ребенка, чем какая-то информация, которую он там, будет сложно поделиться, например. Сейчас в белорусских реалиях тяжело говорить. Может быть, гэта яшчэ звязана з каштоўнасцямі бацькоў, таму што некаторым можа падавацца, што ідэнтычнасці дзіцяці не так важная, вось ацэнкі у атэстаце это важно. Но все же, если мы говорим про более взрослых, те, кто закончили университет, у кого более такая самостоятельная жизнь, там все же может быть немножко по-другому. Для тех, кто помоложе, да, оценки важнее, будущее важнее, профессия. А скажите, калі ласка, чаму нам, калі мы ўжо дарослыя людзі, усё адно важна прыняццё нашых бацькоў? Тут нету такого однозначного ответа, но я попробую ответить более-менее однозначно. Здесь, конечно, вопросы в привязанности. То есть, если мы обращаемся к нашим потребностям, нам важно, чтобы люди, которые обеспечивали для нас удовлетворение наших потребностей, как бы продолжали это делать, когда мы становимся взрослыми. Потому что это значимые люди, и мозг таким образом в детстве их идентифицировал, да, что это вот важные люди. Плюс это люди, которые обеспечивали выживание. Тогда даже когда, не знаю, мне
мне 25-30, для меня все равно важно мнение людей. Меньше, конечно, потому что все равно мы отделяемся, сепарируемся, чем старше становимся. Важна именно принадлежность и привязанность к какой-то социальной группе. То есть, по сути, это такой безопасный тыл, куда мы можем прийти. Конечно, это может быть какое-то другое место со временем. Друзья, партнеры, какое-то другое сообщество, но в целом мы все равно ориентируемся на семью. Мне таксама адзін з сяброў расказваў, што у яго доўгі час была праблема з тым, каб сябе праяўляць знешне, то бок апрануцца так, як ён хоча, зрабіць нейкі макіяж такі, як ён хоча, зрабіць там татуіроўкі, пірсінг. І ён разбіраў гэта таксама са сваёй псіхатэрапеўткай. І ў выніку яны дайшлі да таго, што ў дзяцінстве яго тата часта казаў, што ты як не мужик. І гэта вось было такое адтаржэнне і непрыняццё татальнае. І я ў сувязі з гэтым хацела у вас запытацца, якія яшчэ такія падводныя перакананні, якія высвятляюцца звычайна на тэрапіі, могуць у нас схавацца праз тое, як паводзілі сябе наши бацькі датычна там гендеру и сексуальности. На самом деле может быть все что угодно, потому что с точки зрения, например, когнитивно-поведенческой психотерапии, если представить, например, айсберг, да, все, что находится вот на поверхности воды, это такие осознаваемые нами мысли, какие-то жизненные правила. Ну, например, если я буду воспитанной, то меня будут больше любить. Вообще не факт, но такое правило может существовать. А есть то, что находится под водой. И это вот как раз то, что вы сейчас описали, да, то есть если есть определенный какой-то внешний вид, то ты там не мужик. Очень часто такие глубинные убеждения, они внешние, общественные, семейные и так далее, но они становятся ключевыми. То есть они больше влияют на нашу жизнь, но мы просто это не осознаем. Мы можем самостоятельно что-то принимать, к чему-то хорошо относиться, но есть вот этот внутренний голос, который говорит совсем о другом. И здесь может быть большое противоречие. Голос может быть о чем угодно. Опять же, ты же девочка, ты должна носить платье, хорошо учиться, с мальчиками не водиться. Чаще всего, конечно, это про внешний вид определенный, что-то такое подобное. И если нам удается как бы добраться до вот этих подводных частей айсберга, как-то придумать альтернативный вариант, не другой, не противоположный, а именно альтернативный, так как мы бы хотели о себе думать и в него поверить, да, потому что чаще всего вера очень глубокая в эти фразы, которые говорили близкие. Если получается поверить во что-то другое, то в целом я не знаю, как выглядят мужчины, да, то есть мужчины вообще могут выглядеть, как они захотят. Вот как захотел, так он и выглядит, вот и все, если он себя идентифицирует мужчиной. Например, если я в это действительно верю, да, то тогда вот это измененное убеждение будет работать. Я думаю, дакладна не існуе правіла, як правільна паступаць, там ці рабіць камінг-аут перад бацькамі, ці не рабіць. Але скажыце, калі ласка, таксама па вашым досведзе, у якіх выпадках ваши кліенты, кліенткі абіраюць рабіць, у якіх не рабіць, і з якімі наступствамі яны тады сутыкаюцца? Здесь важно вот о чем подумать, прежде чем совершать камин-аут, потому что камин-аут — это не один разговор с близкими, это такой жизненный процесс, в котором важно, чтобы у человека была возможность, например, если он хочет где-то о чем-то рассказать и чувствовать себя безопасно, если он хочет где-то не рассказывать и опять же чувствовать себя безопасно. Но когда человек делится чем-то больше, чем с кем-то одним, соответственно, вероятность конфиденциальности, она немного снижается. Тогда это не совсем такой, может быть, комфортный процесс, поэтому важно продумать такой максимально безопасный план. Если я завишу материально, отложить немного денег. Если, например, я понимаю, что мне потребуется дополнительная поддержка, поговорить об этом с друзьями. То есть составить такой условный план безопасности на всякий случай. Он может и не понадобиться, но имея его, можно чуть проще пережить, например, негативное восприятие информации про камин-аут. Плюс еще своя внутренняя работа, своя внутренняя такая готовность, потому что могут быть противоречия. Например, я очень хочу поделиться, но мне безумно страшно. Я очень сильно боюсь. И тогда важно рассмотреть тоже все риски. Да, действительно ли это нужно делать? Или я в целом живу свою там прекрасную жизнь, и мне пока что достаточно? Да, и когда такие разговоры происходят, человек проводит такую дополнительную подготовку,
потом сам камин-аут может проходить не так болезненно. Но тут есть тоже такие ограничения, связанные с тем, что, например, есть такая немного не совсем правдивая идея о том, что если я с кем-то поделюсь, мне станет легче. Вот я расскажу, и все проблемы как рукой снимет. Это не совсем верно. С одной стороны, да, но могут появиться новые трудности. Например, а что делать дальше? То есть, насколько часто заводить какие-то разговоры, потому что родители могут, например, отказываться говорить об этом. То есть все равно появляется какая-то тайна. Типа, мы поговорили, все хватит. Или давай не будем бабушке рассказывать, там, дедушке, каким-то еще родственникам. То есть все равно вот эта таинственность может сохраняться. Важно не давить, давайте еще поговорим. Скорее просто понимать, что это не результат, камин-аут не результат, это скорее такой процесс, который может быть чуть-чуть более долгім. Дарэчы, наконт працэсаў таксама ведаю гісторыю, калі асоба хацела правесці падрыхтоўку для бацькоў перад тым, як распавесці пра сябе, і пачала размову пра тое, што вось ёсць небінарныя персоны, ёсць ЛГБТК плюс супольнасць. Адказ гэтая асоба пачула пераказ беларускай прапаганды пра тое, што гэта ўсё тлетворнае влияние Запада і пра тое, што гэта ўсё прыдумалі рэптылоiды, каб знішчыць насельніцтва зямлі і штосьці такое. І пасля гэтая асоба ўжо разлаваная сказала: «Мама, тата, а я, між іншым, таксама небінарная персона». І тут, на дзіва, канешне, бацькі былі ў шоку пэўны час, але праз некаторы час яны гэта прынялі. То бок, калі ім у тэорыі расказваюць, што такая з'ява існуе, яны кажуць, гэтага не можа быць, гэта ўсё прапаганда. А калі яны бачаць сваё дзіцё, то праз некаторы час яны пачынаюць гэта прымаць. Потому что это какие там люди, они про них не знают. Это что-то такое чужеродное, незнакомое. Это как, например, про детей, которые шумят. Да, свой ребенок шумит по-другому. Здесь, может быть, история, связанная с тем, что у родителей, возможно, все же важнее защитить своего ребенка, любить его и принимать, чем думать о том, что вот он, кажется, похож вот на тех, кого мы не любим, потому что это свой, знакомый, понятный, какие-то хорошие качества родители знают, да, и тогда родитель может воспринимать информацию о ребенке более так с пониманием, с принятием, чем в случае каких-то незнакомых людей потенциально. Вот моя подруга или моя одногруппница очень часто не работают. Это может быть такая подготовительная мероприятие, но вот здесь не сработало, да, здесь сразу сказали, что что-то другое. А чаму, у прынцыпе, для бацькоў бывае цяжка прыняць гендерную ідэнтычнасць сваіх дзяцей? Как мы уже, да, говорили чуть раньше, это отказ от своих собственных фантазий о том, какое будущее у ребенка или какой ребенок, в пользу того, какой он на самом деле есть. Проживается такой отказ от фантазий чаще всего фактически как классическая утрата, такой процесс горевания. Он может быть долгим, может быть менее продолжительным. Плюс это такие страхи, связанные со всем новым. Новое наша психика не очень любит. Она любит все старенькое, понятное, комфортное. Мы так устроены. Тот, кто помоложе, у кого более гибкая психика, более гибкие процессы, чуть-чуть полегче. Взрослые все же с более такими ригидными психическими процессами, поэтому это тоже может быть сложным. Здесь еще такой момент, что часто то, что новое, о чем ребенок может говорить, это про веяние моды, про то, что изменится, наиграется и вот станет кем надо. То здесь может быть еще вера в такие моменты, поэтому может как-то восприниматься не совсем серьезно. Хотя на самом деле сексуальная идентичность — это ведь гибкая штука. Мы в целом всю свою жизнь что-то исследуем про себя, смотрим, изучаем. Поэтому какие-то процессы, правда, могут меняться, но родителям не всегда об этом стоит говорить. Пусть они свыкнутся с мыслью о том, что вот сейчас так. Нам важно принимать, относиться очень серьезно к тому, как сейчас обстоят. Як казаў мой былы хлопец, я пакуль не буду сваім бацькам расказваць, што мы разам, яны і так з цяжкасцю перажылі інфармацыю пра тое, што я гей. Забота о родителях, но не забота о партнёрке. І бывае так даволі часта, што бацькі як быццам бы не заўважаюць відавочнае пра сваіх дзяцей, то бок колькі гісторый, калі ўсё атачэнне ведае пра ідэнтычнасць чалавека, усе сябры-сяброўкі, усе знаёмыя, і толькі бацькі
Такое адчуванне, што наўмысна заплюшчваюць вочы і кажуць: я нічога не бачу, я нічога не чую. Здесь, похоже, работают так называемые когнитивные фильтры или защитные механизмы нашей психики. Их основная функция — защитить, обезопасить человека от какой-то информации, которая может быть болезненной. Потенциально. На самом деле не знаем, но может быть. И, соответственно, такое отрицание в данном случае реальности и того, что ребенок может быть геем или лесбиянкой, это как бы помогает жить дальше. То есть не столкнуться с каким-то неприятным опытом. Хотя на самом деле, вероятнее всего, какие-то сигналы потенциально могли быть. Это защита, они у всех у нас есть. А ці маглі б мы даць нейкія парады, хаця я думаю, універсальных парад не існуе, людзям маладым, якія зараз яшчэ, можа быць, вучацца ў школе ці толькі уступаюць у дарослае самастойнае жыццё, як камунікаваць з бацькамі, як данесці пра сваю ідэнтычнасць, ці не трэба да іх даносіць, штосьці такое універсальнае для ўсіх, ці можем мы сказаць? Я думаю, что у меня нет универсальных каких-то рекомендаций. Честно говоря, они мне очень не нравятся. Какие-то универсальные советы. Для кого-то они могут быть спасением, для кого-то они могут быть чем-то даже вредящим и не очень хорошим. Да, то есть все очень индивидуально. Но, наверное, моей рекомендацией для тех, кто, например, все же хотел бы поделиться с родителями, определить, для чего мне это нужно. Не мне надо обязательно, вот пойду, вот наберу сил и схожу, а скорее для чего и какие последствия могут быть. И если я, например, могу выписать для себя и увидеть последствия, я могу тогда сделать какие-то шаги для того, чтобы, например, эти последствия были менее дискомфортными, насколько это, конечно, возможно. І бываюць сітуацыі, калі бацькі не прымаюць сапраўды, але не прымаюць неяк ціха, кшталту давай просто не будзем пра гэта размаўляць, не расказвай мне там пра свае гэтыя ЛГБТК плюс рэчы і стасуемся, як быццам нічога не было. А бываюць бацькі, якія намагаюцца сваіх дзяцей выправіць. Асабліва, калі гэта зусім яшчэ маладыя дзеці, якім толькі споўнілася 18, ці ўвогуле яшчэ няма 18. Я ведаю шмат гісторый, калі бацькі прымушалі сваіх дзяцей пайсці да псіхолага, пайсці да святара, паехаць кудысьці да нейкай бабкі, шаптухі ў вёску, і вось гэта ўсё. І у мяне пытанне, як у такой сітуацыі дапамагчы самім сабе, калі вы апынуліся на месцы вось гэтага дзіцяці, якое бацькі намагаюцца выправіць з усіх сіл. В такой ситуации сходить к психологу очень даже неплохо. Только, возможно, посыл этой рекомендации немного другой. Так как в целом с 14-летнего возраста ребенок может ничего родителям не рассказывать, и психолог вообще не обязан, только в ситуации, когда, например, это опасно для жизни ребенка или жизни его окружающих, только в таком случае. Вся остальная информация абсолютно конфиденциальная. Говорить с кем-то, кто может тебя, по крайней мере, выслушать, именно взрослый человек. Важно, что сверстников найти можно, поддерживающего взрослого чуть сложнее. И если есть хотя бы один такой человек, с которым можно об этом поговорить, это уже хорошо. В целом, это очень такое грустное развитие событий, и мне очень жаль, если такие ситуации происходят, они, к сожалению, случаются. Поэтому психолог, поддерживающий взрослый, комьюнити сверстников, которые поддерживает, это вот то, что может как-то помочь немного скрасить не очень хорошую реальность. Ну и было бы неплохо, если бы сам специалист пригласил бы на консультацию родителей или, по крайней мере, порекомендовал что-то почитать и что-то посмотреть. Хаця здараецца і так, што бацькам хоць усю навуковую літаратуру сусвету прывядзі, хоць усе фільмы пакажы. Напрыклад, у маёй мамы доўгі час заняў працэс прыняцця, і я думаю, яна дагэтуль цалкам не прыняла, што у мяне дэпрэсіўнае расстройства, я п'ю антыдэпрэсанты. Яна настолькі была ўпэўнена, што антыдэпрэсанты гэта штосьці сярэдняе паміж галюцинагеннымі прэпаратамі і опіумам, і што дэпрэсія гэта штосьці такое, ад чаго можна вылечыцца спортам і малітвай, не ведаю яшчэ чым, што мне трэба было ёй паказаць вельмі шмат відэа ўсякіх псіхіятраў, псіхіатрак, вельмі шмат расказваць, но, па-мойму, яна дагэтуль не вельмі упэўнена, што гэтыя псіхіятры і псіхіятаркі ёй не схусілі з экранаў YouTube. І таксама я хацела б высветліць гэты момант, чаму даволі часта людзям кажуць: ну вось, гэта там возаўскія рэкамендацыі, ці вось МКБ, тут няма ў пераліку хваробы гомасексуальнасці ці яшчэ чагосьці.
прыйсці, а бацькі такія: не-не-не, я лепей ведаю. Здесь может быть и несколько вариантов. Я очень часто говорю своим клиентам и клиенткам о том, что тот, кто не хочет услышать, он не услышит. Сколько бы материалов мы не предоставили и исследований, на это всегда могут найтись какие-то альтернативные варианты. Исследования купленные, все эти рекомендации западные и так далее, и так далее. Но в какой-то момент можно упереться в потолок, и такова реальность. Не всегда мы можем не переубедить, а скорее рассказать, объяснить, и другой человек нас поймет. И здесь важно, как бы это ни звучало попсово, принятие того, что сейчас, в данный момент, оно так. Может быть, через какое-то время что-то поменяется, но в целом мы ничего не можем сделать. Я думаю, яшчэ некаторая крыніца маральнага аўтарытэта, напрыклад, для маіх бацькоў былі мой кросны і яго жонка, якія лекар і лекарка суадносна. І вось калі яны штосьці кажуць, нават што не датычыцца напрамую да іх спецыяльнасці педыятркі і анестэзіолага, мае бацькі праслухоўваліся. Таму, можа быць, калі у вас ёсць нейкі такі аўтарытэтны чалавек у сям'і, можна яго неяк прыцягнуць. Это было бы хорошо, если он авторитетный в плане того, что расскажет, да, антидепрессанты это какая-то важная мера, например, при лечении депрессии, или да, что нету никакого заболевания гомосексуал, да, или что-то подобное, да. Но может быть другая сторона, когда наоборот, потому что, правда, существуют даже представители медицины, кто говорит, что антидепрессанты не работают. Давайте таксама, каб не дэманізаваць бацькоў, скажем про тое, што ім жа бывае таксама непроста, асабліва калі робіць камінг-аут іх сын, а яны жывуць у якім-небудзь кансерватыўным соцыуме, у якой-небудзь вёсцы, дзе ўсе адно аднаго ведаюць, і ўсе адно пра аднаго расказваюць нейкія плёткі. Тут быць адкрытым чалавекам, які скажа: так, мой сын гей, і я вельмі радая пазнаёміцца з яго партнёрам, і у нас усё прыўкрасна, бывае нашмат больш складана, чым калі вы жывіце там у гарадскім асяроддзі і сярод хіпстараў і хіпстарак вашага ўзросту. Як могуць бацькі дапамагчы самім сабе, калі яны сутыкнуліся з такой інфармацыяй і калі у іх не вельмі прымаючае асяроддзе навокал? Да, это очень такой важный вопрос, связанный с тем, что родители — это не злодеи, они тоже переживают какие-то свои внутренние трудности, с которыми им приходится встретиться, и, к сожалению, приходится с этим встретиться, скорее всего, в те моменты, когда они к этому не готовы. И здесь важно учитывать и видение ребенка, и видение родителей. Самое, наверное, важное, что они могут сделать, это сказать, например, в окружении своем, да, правдивую информацию о ребенке, да, о молодом человеке. При этом в отношении даже с ним это может быть не настолько хорошо, да, они могут быть недовольны, расстроены, да, они имеют право на эти переживания в начале. Но здесь скорее важно защитить его от вот этого вот призрачного, непонятного общества, что там происходит. Потому что там в любом случае мы можем столкнуться с разным негативом, с чем угодно. В семейном окружении важно, чтобы ребенок чувствовал эту защитную. Но, опять же, это может быть сложно в начале, поэтому мы говорим о том, что камин-аут — это такое процессное явление. Ожидать, что сразу произойдет чудо или произойдет что-то очень хорошее, скорее не стоит. Важно дать пространство, чтобы появилось вот это тепло, понимание, принятие. Для этого нужно какое-то время. А мы можем дать некие парады бацькам, якія нас раптам слухаюць, что им рабіць, як себе поводить? Самое важное здесь — не обижать, не оскорблять, ничего подобного не говорить своему ребенку. Можно поругаться про себя и взять время. Я там поняла или понял, я услышу, спасибо, что ты рассказал об этом, да. Но, например, мне нужно время, чтобы понять, не знаю, изучить вопрос, разобраться в этом, да, потому что я, правда, не знаю. Иногда уже таких слов достаточно для того, чтобы ребенок понял, что его услышали, да, и вообще поблагодарили, что он поделился, на самом деле, очень непростой частью своей жизненной истории, которой он, вероятнее всего, боялся поделиться. Также важно не обещать того, что можно не дать. Да мы никогда ничего тебе там не скажем.
или все в порядке, да, вполне можно, там, не знаю, в каком-то конфликте о чем-то вспомнить. Мозг так, к сожалению, может работать. Взять время и, возможно, потом о чем-то спросить, что-то узнать, если появятся какие-то вопросы. Мозгу важно переварить то, что произошло для ребенка, то, что он рассказал, потому что это стресс, ему важно какое-то время, чтобы справиться с этим. И для родителей в том числе это тоже стресс, чтобы понять, что уже так, как было, не будет. Будет как-то по-другому, а как вот они вместе могут эту реальность создавать. А што бы вы параілі людзям, якія сутыкаюцца з пытаннямі наконт іх дзіцяці ад усяго атачэння, што, на жаль, здараецца? То бок сітуацыя кшталту званіла цёця Галя з Рэчыцы, запыталася, калі Віця ўжо жэніцца. Ці там, значыць, захадзіла соседка, сказала, што увидела Вітю, як ён перайменаваўся ў Алесю ў аднакласніках. Што происходит? Усім же цікава, і трэба же штосьці адказваць, і адказаць это не ваше дело. Ну, конечно, можна, але гэта пасварыцца з усімі адразу, а не хочется. Иногда в такой ситуации можно создать образ человека, который ничего не знает. Ой, я не знаю, серьезно, ничего себе. То есть не говорите, я поговорю, я разберусь. Сейчас-то мне просто, о, правда? А как там ваши дети? Или там, а какие у вас новости? То есть не давать никакого развития данному диалогу, потому что, на самом деле, это правда дело конкретного человека, как себя называть и где, в каких социальных сетях об этом говорить. Да? Родственники, конечно, могут переживать, волноваться, но все же их переживания не такие прям важные, да, если это какая-то троюродная тетя что-то там увидела. Да, в целом валидировать ее переживания не стоит. Да? Если это информация, когда родители совсем ничего не знали, и вдруг им сказали, они такие в ужасе, здесь, конечно, сложно, потому что такая информация может застать врасплох, и тогда реакция может быть абсолютно разная. Ничего страшного. Здесь тоже не стоит об этом беспокоиться. Потому что в целом память у таких людей, как у рыбки. То есть вот сегодня они о чем-то спросили, в целом это не то, что беспокоит, скорее всего. Мы даже о себе можем подумать, что мы вот поговорили о ком-то 5 минут, и уже неделю мы об этом человеке даже не вспоминаем, что у него там происходит. То есть это скорее, может быть, наши надуманные переживания о том, что мы для кого-то очень сильно важны. Это маловероятно. А давайте вернемся да нашай рубрыкі карысныя парады для маладых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, і яны знаходзяцца пад жорсткім ціскам, я б сказала, таму што, па-першае, наше грамадства гомафобнае нікуды не дзелася. Па-другое, гомафобныя законы, якія прымаюцца. І можна было б сказаць, ну і што? А ты же там не распаўсюджваеш парнаграфію, а ты же там не прадаеш дзецям фанфікі пра Гаррі Поттера і Драка Малфоя, чаго табе перажываць? Але гэта ж стварае нейкі негатыўны фон, што гэта нехарашо, што ЛГБТК плюс гэта штосьці дрэннае. Мы і так гэта ўвесь час чулі, а тут як бы з боку дзяржавы гэта нам проста выдаюць, і бацькі нашыя гэта чуюць. І паўстае пытанне, як у такой сітуацыі максімальна захоўваць сябе, максімальна заставацца ў бяспецы, і, можа быць, усім проста трэба пакаваць валізы і з'язджаць. Эмиграция — это не то чтобы легко, поэтому мы таких рекомендаций давать не будем. То, с чем могут столкнуться молодые люди в дополнение к тому, с чем в целом не сталкиваются, это может оказывать очень такое негативное влияние. Есть очень много, на самом деле, исследований, связанных с тем, насколько, имея дополнительный стресс, да, который связан с тем, что какую-то информацию нужно держать, кому-то что-то сказать, и здесь вот ничего не говорить, не иметь возможности запостить там какие-то фотографии где-то, которые хотелось бы. Конечно, это все очень сложно, это большой риск депрессии, тревожных расстройств. Но если мы говорим о людях, которые все же живут в такой среде, мы не забываем о том, что все же наш мозг, он адаптивный. А мы не настолько беспомощные. Мы можем адаптироваться к тому, что вокруг нас. Да? Здесь важно видеть, что, например, моя сексуальная или гендерная идентичность — это не только мое какое-то ограничение. В этом может быть очень много чего-то важного для меня. То, что я невероятно сильный там человек. Это правда. Например, что я могу заводить более такие глубокие знакомства, то есть более серьезно, возможно, к этому подходить. Конечно, в этом есть много ограничений, но в то же время это возможность для какого-то творческого выражения. Несмотря на все эти трудности, есть инициативы, которые работают в Беларуси, и можно через какой-то псевдоним и через какие-то такие штуки с ними сотрудничать. Это все есть прекрасно. Есть поддерживающие специалистки, которым прямо офлайн, онлайн можно приходить и
как-то рефлексировать над этим опытом и получать поддержку. Приходится жить в такой реальности, и, к сожалению, конечно, очень сложная, и в такой ситуации помогает все же какая-то рутина, то, что приносит радость, да, то есть больше какой-то акцент на чем-то, где я могу получить какой-то приятный фидбэк или приятные какие-то эмоции. Я бы, можа, яшчэ дадала, што ўсё-такі трымаць у галаве, што не з намі нешта не так, а мы жывем у ненармальных умовах. Я памятаю сябе калісьці у блакноце, у штодзённіку на першай старонцы напісала, што ты цябе хочаш, вайна ідзе. У тым сэнсе, што вядома, у такім асяроддзі нармальна сябе ад часу да часу адчуваць дрэнна. Нармальна адчуваць смутак і трывогу, калі гэта не большую частку вашага часу займае, вядома. Нармальна, што ад часу да часу апускаюцца рукі і не хочацца нічога рабіць. Гэта ўсё нармальна, гэта не мы нейкія лянівыя ці паламаныя ці штосьці, такие обставины насамрэч. Спасибо за дополнение. Действительно, контекст жизни очень сильно изменился за последние несколько лет. Скорее в худшую сторону, чем в лучшую. Контекст. Но важно, чтобы внутренне было что-то еще. Мы становимся определенными людьми благодаря своему внутреннему миру, своей какой-то идентичности, тому, что мы думаем о себе, а не то, что происходит вокруг. Напрыканцы я запытваюся у Аліны, што б яна хацела пажадаць нашей аудитории. Всегда слушать голос не внутреннего критика, да, который поднимается из глубин где-то айсберга, а все же голос действительно свой, который сопереживающий, который говорит что-то более важное. А я бы хотела пожадать не заставаться ў самоце і клапаціцца пра сябе. А як паклапаціцца пра сябе і сваю бяспеку, вы можете пачытаць на сайце gpress.info, а таксама паслухаць у наступным выпуску нашага падкаста. Дзякуй, што былі з намі. Пачуемся.